Владимир Никитин возглавил Федерацию бокса Коми. Для боксеров новость номер один на этой неделе. Призер Олимпийских игр тут же расставил приоритеты: развитие детских секций, повышение квалификации тренеров и поиск дополнительных источников финансирования. Алексей Корчма продолжит. Олимпиада в Рио 2016, четвертьфинал весовой категории до 56 килограмм. В красном углу ринга ирландец Майкл Конлан, в синем россиянин Владимир Никитин. Уроженец Сыктывкара заниматься боксом начал с 10 лет. Среди сверстников выделялся особым упорством и жаждой достичь больших высот. В 19 он уже чемпион страны, затем матчи мировой серии бокса, медали чемпионата Европы и мира. Олимпиада в Рио стала пиком карьеры нашего боксера. Правильно, Володя Никитин уходит дальше. Поздравляем. Молодчина. Молодчина. Не ожидал я от него, честно говоря. По колено в крови, ни шагу назад. С таким девизом Владимир Никитин шел по жизни, и здесь, на Олимпиаде, он рассчитывал только на золото. Но досадная травма, рассечение головы и снятие с полуфинала. Впрочем, бронзовая медаль была уже обеспечена. В профессиональной карьере Владимир Никитин провел 9 боев, одержал 7 побед и потерпел лишь одно поражение. 14 декабря 2019 в Нью-Йорке в бою за титул чемпиона по версии WBO Майкл Конлан сумел взять реванш за то поражение на Олимпийских играх. После у Никитина ни одной осечки. Завершил спортивную карьеру дома, на турнире к юбилею Республики Коми. Трудовая победа над танзанийским боксером Элем Виранги и титул чемпиона Евразийского боксерского парламента. Спасибо большое тренеру моему, Кравцову Эдуарду Викторовичу, Сане Иванову, который готовил меня к этому бою. Так, наверное, не знаю, как жизнь складываться будет, но, скорее всего, 99% это последний бой мой. Также всем спасибо, хочу сказать и вправду, родные стены помогают. Спасибо вам большое, вы много сделали для этого пояса. Владимир Никитин вернулся в Республику Коми. Триумфально, всерьез и надолго. Развитие детско-юношеского спорта теперь в приоритете олимпийского призера. И тому подтверждение большой тур по городам и районам республики. Сыктывкар, Воркута, Печора, Усинск. В спортивных секциях аншлаг повсеместно. Хочу показать конкретно какие-то свои фишки, которые на протяжении своей спортивной карьеры делаю. Я уже больше 20 лет в спорте. Понятно то, что очень тяжело будет сейчас конкретно их научить, но показать, и чтобы они пробовали, так больше сказать, чтобы даже тренера показывали это своим ученикам, чтобы и в дальнейшем они демонстрировали это на ринге. Помимо мастер-классов, олимпийский призер вместе с представителем Центра поддержки и развития проекта в области спорта и патриотизма СПОТ Вячеславом Ванеевым проводят встречи с руководителями администраций городов и районов. Узнают, как развивается бокс на местах, какая помощь нужна. Будем продвигать проект такой, как он действует вообще во всех регионах России. Это бокс в школы. То есть тренера должны будут посещать у нас школьные учреждения и, соответственно, уже приобщать детей к этому спорту. Бокс – один из самых популярных видов спорта в Инте. Секцию посещают 40 ребят. За плечами многих огромное количество боев и наград. Интинцы постоянно участвуют в соревнованиях и показывают отличные результаты. Я начал заниматься боксом уже 2 года назад. Я хочу добиться успехов, как Никитин, Тищенко, занимать хорошие места. Да, я хочу как быть Владимир Никитин, добраться до Олимпийских игр. Я выступал, последние мои соревнования это были в Воркуте, я занял 1 место. И предпоследнее я был в Сыктывкаре, занял 2 место. Я хочу, добраться до Олимпийских игр, быть чемпионом России. Уровень бокса среди юниоров у вас высокий. Сверчак Тарас Иванович держит на уровне школу бокса. Поэтому сейчас вы находитесь на мастер-классе. Владимир Никитин организовал мастер-класс с целью для повышения уровня бокса в городах Крайнего Севера. Потому что сейчас даже элементарно ребята увлечены процессом. Он показывает свои наработки, такие домашние, за долгие года, которые он оттачивал в сборной России, в Америке, и вообще на протяжении всей своей карьеры. Своим примером олимпийцы показывают, нет ничего невозможного, было бы желание. И Владимир Никитин – отличное тому подтверждение. Таких спортивных десантов в ближайшее время станет намного больше.
Увидеть обычному мальчику или девочке, проживающему в далекой республике Коми, человека, которого показывают по телевизору, который знаменит, который добился своим трудом очень высоких вершин, это чудо. Это подарок, который невозможно измерить никакими деньгами либо материальными ценностями. Это мечта, это надежда, к которой можно прикоснуться. Еще один визит нашего прославленного олимпийца в подшефный город Ровеньки Луганской Народной Республики. Здесь Владимир Никитин провел мастер-класс для местных мальчишек. У нас идет возрождение спорта. Это первые шаги, которые сделаны у нас совместно с Республикой Коми, но они не последние. Как мы говорили ранее, когда Владимир Викторович приезжал, у нас на 23-й год идет восстановление, полностью реконструкция здания трибун, где непосредственно будет у вас у борцов свое помещение, у боксеров свое помещение. Специально для юных боксеров из Коми в Ровеньки доставили новый ринг. Установят его позже, после ремонта в зале. А еще спортсменам передали экипировку, шлемы и перчатки. Вполне вероятно, вскоре многие из этих ребят будут боксировать со сверстниками из Коми. Обмениваться практикой, повышать свой уровень мастерства. Упорство, иметь цели какие-то, стремиться к ним, и все получится. Скажи, а какая ты следующая цель, самая важная? Заработать кандидата мастера спорта. Цель Владимира Никитина – вывести бокс в Республике Коми на качественно иной уровень. Карт-бланш для этого уже выдан. Олимпиец избран председателем правления региональной федерации бокса. Основные направления Владимир Никитин обозначил сразу. Для развития детско-юношеского спорта необходимо создавать условия, повышать квалификацию тренеров и привлекать дополнительное финансирование. Привлечение генеральных спонсоров, которые будут помогать нашим ребятам финансово. Также проведение сборов по всем возрастам, чтобы ребята тренировались, приезжали на всероссийские турниры уже подготовленными. В этом будем направлении в первую очередь двигаться. Выезды на турниры, включенные в ежегодный календарный план, финансируются в полном объеме. Однако на другие статусные соревнования в России юным спортсменам из Коми зачастую не попасть. Участие в таких турнирах серьезно повышает уровень спортсменов и в целом престиж республики. У нас сейчас на данный момент есть наши друзья, меценаты, которые, так скажем, живут не в Республике Коми, находятся в других городах России, это Москва, Санкт-Петербург. И мы хотим показать, что почему кто-то извне может финансировать, софинансировать, так сказать, наших ребят. А наша бизнес-элита не очень охотно идет на эти шаги, поэтому с этим будем разбираться планомерно. Главное, что Владимир у нас сейчас избран новым председателем. Будем работать. Сейчас решается вопрос о проведении в Сыктывкаре первенства Северо-Западного федерального округа среди юношей 14-15 лет. Турнир при поддержке Минспорта Коми планируют на апрель.